В эфире «Итоги дня», в студии Марфина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Поручено завести уголовное дело по поводу нападения собак на девочку в поселке Чульман. Подробности инцидента. В Якутии участились случаи нападений медведей на людей, о причинах нашествия хищников. В период межсезонья одним из способов сообщения между Якутском и Заречьем являются суда на воздушных подушках. О стоимости проезда и места отправки. В Мирнинском районе завершился капитальный ремонт автодороги Вилюй, о дальнейшем обновлении. Ровно 61 год волшебства в эфире в Якутии отметили День телевидения. Что скрывается за кулисами эфиров? Вопиющий случай. В поселке Чульман Нерюнгринского района пострадала 12-летняя девочка от нападения на нее стаи бродячих собак. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Наша съемочная группа на месте узнала подробности. Я вчера побывал в аду. Реально, я был в аду. Мы вам верим. Это очень страшная трагедия. Администрация, в силу того, что существуют законы определенные, ничего сделать как кардинального и радикального, я имею в виду отстрел, то есть регулировать численность этих бешеных собак, не может. Трагедия, которая произошла накануне в поселке Чульман, потрясла жителей не только Нерюнгринского района, но и всей республики. Стая бродячих собак напала на беззащитную девочку средь бела дня, недалеко от жилых домов по улице Строителей. Это то самое место, где вчера здесь, в поселке Чульман, разыгралась самая настоящая трагедия. Стая собак напала на 12-летнюю девочку и буквально растерзала ребенка. Как мы видим, место здесь довольно-таки немноголюдная. Следственный комитет уже провел все необходимые действия. Ребенок находится в тяжелом положении, возможно, госпитализация в Якутск. Пострадавшую оперативно доставили скорой помощью и госпитализировали в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами. Операция длилась более 4 часов при участии нескольких хирургов. В настоящее время девочка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как тяжелое. Вопрос по транспортировке пока открытый в связи с тяжестью состояния. Проблема безнадзорных животных для поселка Чульман не нова, но у местных властей буквально связаны руки пресловутым законом Бурматова, что вызывает справедливый гнев у жителей поселка, собравшихся на митинге в поселковой администрации. Все эти разговоры, эта песня хороша, начиная сначала. Да. Ни одной. Да. Это как было, это все будет, да, это будет. Да. Тихо, я вам сейчас хочу сказать, товарищи, или там граждане, давайте на законодательном, чтобы Илтумен на законодательном уровне, менять надо законодательство по отношению к собакам. В советское время запросто ездили люди и отстреливали этих собак. По данным Роспотребнадзора, за последние 9 месяцев этого года количество обращений об укусах собаками в поселке Чульман возросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дети гуляли, получается, вот в центре поселка Чульман, рядом с больницей. Покусала собака 2 детей за ноги, за руки. Ну ничего, в администрацию пришли, нам что сказать. Пиши заявление, дали бумажку и отправили домой. Мы не знаем, что делать. У меня муж здоровый мужчина, метр с лишним ростом, там почти 2 метра, вот такой вот. Он пакетами отбивался, здоровый мужик, он не мог их отбить. У меня ребенок боится выйти просто с подъезда, вынести мусор. Он не выходит, он: мама, я не пойду. Они у меня не ходят гулять, не боятся, потому что страшно, что они их не могут. Я живу вот здесь, вот сразу возле администрации, которую ночь подряд я просыпаюсь ночью, потому что свора собак вот здесь прям под окнами устраивает грызню. Собаки на самом деле здесь я уже сам боюсь, на меня 2 раза нападало. Я хожу с перцовым баллончиком, взрослый человек. А дети, они вообще беззащитные, поэтому ситуация очень тяжелая. Я сам вижу, по 16 особей бегает стаями.
Ну, надо принимать какие-то меры кардинальные. Что делать в сложившейся ситуации, решали на экстренном заседании Нерюнгринской районной администрации. По данному факту управлением ветеринарии будет осуществлена проверка и приняты меры по признанию животных агрессивными, помещение их в пункт временного содержания и дальнейшее умерщвление животных гуманным способом, безболезненным гуманным способом. Для помощи в лечении пострадавшей девочки нерюнгринские врачи находятся в постоянном контакте с коллегами из педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. Минздрав Якутии контролирует процесс оказания необходимой медицинской помощи. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Нашествия бурых медведей в Якутии участились случаи нападения хищников на людей. Если в Алданском районе трагедии удалось избежать, то в Усть-Майском районе не обошлось без жертв. О причинах нашествия медведей расскажет Вероника Таюрская. Усть-Майский район. Республику потрясла новость о нападении медведя на 56-летнего охотника. Ночью 6 октября косолапый забрел в избушку через окно, где и напал на человека. Охотник, в свою очередь, не успел достать ружье из сейфа. Шансов на спасение не оставалось. А на прошлой неделе медведь забрел на территорию частного дома в Тамоте. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадала одна из собак, которую косолапый утащил в лес. Медведь оттуда пришел, и вот в этом месте он с ним боролся. Вышел медведь к собаке, на нее накинулся и начал ее там, душить или как ее, старался ее поймать. Цепь длинная, не мог ее сразу. Где-то они боролись, где-то с полчаса, не меньше. Вышла дочь с сыном. Ну и вот, хотели защитить, подошли близко, а тут, говорит, это, оказывается, медведь. Они думают, что большая собака-то пришла. Ну и вот, кинулись убегать от этого. Вечером 1 октября с помощью мессенджеров местное население было предупреждено о том, что медведь забрел на территорию города. Утром следующего дня все силы были брошены на ликвидацию хищника. В 7 часов вечера мы с Гараевым, хозяином, вместе караулили медведя и в 6 утра ликвидировали. Засаду на медведя устроили в местах возможного появления. Хозяин дома совместно со специалистом лесничества караулили косолапого во дворе, где и произошло происшествие. Утром кадровыми охотниками была обследована местность. Было установлено, что медведь долгое время находится здесь. Были установлены 2 лёжки его. То есть не первый раз он заходит. И если он уже напал на собаку, то в любом случае большая вероятность того, что он может напасть и на человека. По данным анкетно-опросного учета, проводимого Минэкологии региона, в 2024 году в Якутии насчитывается около 20 тысяч медведей. Как отмечают специалисты, численность популяции остается на прежнем уровне. Но участились случаи захода хищников в населенные пункты и вахтовые поселки. Медведи сначала появляются, например, на свалках, да, уже привыкают к человеку, теряют страх перед ним и уже появляются в черте населенного пункта. Лесные пожары тоже влияют на появление медведей, сразу проходят мимо населенных пунктов. По информации Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, медведя, от лап которого погиб охотник в Усть-Майском районе, ликвидировали утром 8 октября. Вероника Таюрская, Ренат Нахиев, Григорий Охлопков, Томот, Якутск. Перейдем к другим темам. В городе на Неве стартовал Петербургский международный газовый форум, одно из главных отраслевых событий России и мира. Повестка форума охватывает все аспекты газовой промышленности. На площадке заключается соглашение о сотрудничестве. Находят деловых партнеров. Сегодня первый день работы форума. На прямую связь со студией выходит моя коллега Айсена Бурнашова. Айсена, приветствую. Расскажи, чем удивил первый день? Марферина, я тебя тоже приветствую. Ну что, ты действительно права. Повестка форума охватывает все возможные аспекты газовой промышленности, включая разведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку. И, конечно же, вопросы экологии на газовом форуме тоже обсуждаются. И, конечно, за 13 лет проведения этого форума, он проходит уже в 13-й раз в этом году, форум стал такой серьезной, авторитетной площадкой, где спикеры встречаются, договариваются, находят новые рабочие контакты, заключают партнерские соглашения. И
В первый стартовый день форума, а сегодня это именно так, никогда не было такого количества участников, отмечают организаторы, и предварительными данными, цифрами с нами поделился руководитель газового форума Денис Асачий. Послушаем его комментарий. На сегодняшний момент мы ожидаем не менее 20 тысяч участников, 45 стран и более 600 компаний-участников выставки. Но могу вам с уверенностью сказать, что цифры это предварительные. Мы честно собираемся не только достичь результатов прошлогоднего, но и побить их существенно, потому что только по выставке в этом году рост на 20% по сравнению с прошлым годом. И эти 20% прироста на выставке, конечно, очень сильно заметны. Действительно, очень много людей. И вот участники привезли свои последние достижения. Это и техника для промышленности, и автоматизированные системы управления, и даже роботы-помощники. А выставка также наполнена и культурной составляющей. Вот, например, Петербург привез на форум самый настоящий памятник, посвященный первому газовому мастеру России. Еще один памятник с интересным таким названием «Пермяк соленые уши» привез Пермский край, поскольку издревле пермяки добывали соль на своем регионе. И вот Астрахань удивила, например, еще и верблюдом. Слава богу, не настоящим, плюшевым. И, конечно, особое внимание по своему масштабу и по громкости привлек стенд Казахстана. Их национальные танцы, песни и, конечно, музыка. Деловая программа также обещает быть яркой и насыщенной. Вот организаторы обещают более 90 мероприятий на всем протяжении форума. Это и пленарные сессии, и заседания. Выступят более 750 спикеров. И вот завтра состоится, пожалуй, основное такое ключевое заседание комиссии Госсовета по направлению энергетика под председательством главы Якутии Айсена Николаева. На заседании известно, что обсудят вопросы развития внутреннего рынка газа и газификации субъектов России. Всего газовый форум продлится с сегодняшнего дня до 11 октября, 4 дня. Так что, Марфирина, будем делиться новостями, также выходить в прямые эфиры. Теперь передаю тебе слово. Благодарю, Айсена. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова. В Якутске продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидатам предоставляют бесплатное проживание и питание на весь период оформления, бесплатный проезд и к пункту и помощь в восстановлении документов. Денежное довольствие военнослужащего в зоне проведения СВО от 210 тысяч рублей после заключения контракта выплачивается единовременная выплата от 1,5 миллиона рублей. Служба по контракту – это осознанный выбор каждого мужчины, решившего сложное время для страны встать на ее защиту. Каждый день в пункт отбора обращаются граждане по вопросу поступления на военную службу по контракту. Это показывает высокий уровень патриотизма среди населения. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефонам 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93. Круглосуточно. Дмитрий Садовников ознакомился с ходом строительства социально значимых объектов в Якутске. Он посетил стройплощадки в районе ДСК. Это новая школа, котельная и будущий крытый каток с искусственным льдом. Вместе с этим проверено строительство улично-дорожных сетей, а также многоквартирных домов в микрорайоне Звездный. Подробности в следующем материале. Строительство новой школы в районе ДСК близится к своему завершению. Так, благоустройство объекта завершено на более чем 90%. Это как укладка асфальта, так и спортивной площадки. Проходят также отделочные работы. Общая готовность объекта 82%. На этой неделе должны закончить наружные работы. Также у нас ведутся отделочные работы, такие как покраска стен, укладка линолеума. Классы практически все готовы. У нас остаются 2 спортзала на отделку и актовый зал, который будет с акустическими панелями и сидящими креслами зрителей. Одной из главных точек посещения стал микрорайон Звездный, где полным ходом идут множественные строительные работы от дорожной сети до постройки новых жилых многоэтажек и котельной.
Кроме того, именно здесь появится зал с новым ледяным катком. Сейчас ведутся работы по электричеству, отоплению, канализации, благоустройству. Также ведутся бетонные работы, там внутри по стяжке и так далее. Отделочные работы начались. Вентиляцию монтируется, и разнообразное оборудование. Должны отопление запустить где-то к числа к 20-му, наверное, готово будет. И закроем тепловой контур. После как закроем тепловой контур, должны приехать предприятие такое «Пифагор», которое будет монтировать оборудование самого катка. В рамках инспектирования строительных площадок Дмитрий Садовников отметил у заказчиков отставание от графика по некоторым жилым домам, а также дорожной сети. Поэтому первый заместитель председателя правительства республики поручил ускорить темп, чтобы все объекты были сданы в срок – декабрь этого года. Конечно, хочется, чтобы стройка шла более бодрее, но сегодня по данным заказчика, да и по нашему мониторингу, сегодня подрядчики, которые строят дома, здесь они идут согласно графика. И последний дом, номер 8, который здесь строится, он должен вести в декабре, но сегодня подрядчик обещает, что он, возможно, сдаст досрочно. В настоящее время строительная готовность большинства объектов составляет до 80%. Таким образом, уже готовые объекты повысят комфорт проживания и ускорят развитие перспективных районов города. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. В период межсезонья одним из способов сообщения между Якутском и Заречным являются суда на воздушных подушках. Универсальность и способность работать в различных условиях делают хивусы одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры. Откуда будут курсировать хивусы и о стоимости проезда расскажет Даяна Федорова. Работа на реке требует высокой квалификации водителей и строгого соблюдения норм безопасности. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает надежную работу. Ежедневно на линию выходят порядка 25 единиц. В любую погоду, как говорится, готовы всегда к труду и обороне, всегда вперед. Моя обязанность встречать людей, помогать, подсказывать, то есть встречать катера, капитанам также. Очередь записывать, катера отходят по очереди. Наш 6-й причал отходят по очереди на 4-й, там грузятся. Прочная конструкция, мощные двигатели и воздушный винт судна позволяют работать в любых погодных условиях. Вместительность составляет до 12 человек, включая судоводителя. Капитан и сам механик себе ремонтируют. На хивусах самое сложнее работать, чем на катере. На катере холодно, то что вот этот сейчас шуга пойдет, морозы будут, потом на подушке пересядем, там будет пересекать льдины, всякие ледоход будет. В настоящее время суда курсируют с прежнего места, речь порта. Ну а совсем скоро станция судов на воздушной подушке будет расположена на 204-м микрорайоне. Там сейчас ведутся ремонтные работы. Уже проложен асфальт, расширена проезжая часть, а также установлено дополнительное уличное освещение. Сделали хорошо, но нету съезда. Тут у нас был съезд в прошлом году. Съезд строители убрали. И куда подвозить, как подвозить пассажиров, мы сейчас в раздумье. Ориентировочно, когда же работа начнется со станции Намыв? Ориентировочно, примерно, я вам скажу, максимум 20-го. А как будете работать в случае, если не успеют сдать объект? Я вам скажу, пока будут сдавать объект, у нас запасной выход обратно переходить в свои старые места. Это 202-й микрорайон, где паруса. Стоимость проезда на катере сейчас составляет 1000 рублей. Повышение связано с ухудшением погодных условий и дополнительными расходами на топливо. Предварительно перевозки на воздушных подушках начнутся с 18 октября. Цена останется прежней. Сезон начнут с 2000 рублей. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В Мирнинском районе завершился капитальный ремонт одного из участков автодороги Вилюй. Дорожники привели в порядок более 17 километров федеральной трассы у поселка Алмазный. Теперь здесь асфальтобетонное покрытие и 2 полосы движения. Смонтировано более 1 километра искусственного освещения. Новый участок после капремонта – это первый этап большой работы. Впереди отсыпка и выравнивание всей дороги до Мирного, которая в ближайшие годы свяжет асфальтом поселок Алмазный с центром Мирнинского района. И в Мирнинском районе мы продолжаем
данный вид работы. И в следующем году мы отторговали и контракт заключили также с Минским управлением автомобильных дорог акционерной компании «Алроса». Это 1180-1190 километров. И вот будем дальше заниматься приведением нормативного состояния участков дороги, потому что участок этот очень напряженный, грузонапряженный, скажу, интенсивность высокая, особенно грузовых автомобилей. Дальше вот эту работу мы плавно продолжаем. С приближением зимы температура воздуха продолжает понижаться, что заставляет горожан задуматься о теплой одежде. А для тех, кто хочет подобрать что-нибудь эксклюзивное, компания Орса Групп предлагает выставочную площадку, которая представит различную фирменную зарубежную верхнюю одежду, выдерживающую холод до минус 55 градусов. Подробнее в следующем материале. От классических до более современных фасонов площадка представляет порядка 150 видов фирменной верхней одежды. Компания учитывает климатические особенности региона, поэтому завозит морозостойкие изделия. Вниманию, норвежскую Аляску Бёрл Ларсен. Внутри идет натуральный гагачий пух. Это самый легкий, теплый пух в мире. Выдержит эта Аляска до 60 градусов мороза. Ее можно стирать в машинке. Внутри идет встроенный климат-контроль, то есть вы в парилку зайдете, не спотеете, на улице не замерзнете. Снаружи идет специальная шестислойная мембрана, она отталкивает любую грязь и жидкость. Верхняя одежда, предложенная компанией Орса, имеет размерный ряд от 36 до 74 размера. Компания с завтрашнего дня вводит скидки на товар до 70%. Компания Орса Групп выкупила остатки товара у западных компаний, выкупила склады на своих условиях. И сейчас компания Орса Групп реализует эти самые финские аляски, норвежские пуховики по территории России. А соответственно, те же самые бренды, что у нас были недоступны, стали доступны вновь, так еще и в 2 раза дешевле, чем в магазине. Модели выполнены из современных материалов, гарантирующих комфорт при низких температурах. Я всегда ходила в шубе. Вот решила сменить гардероб и выбрала себе пуховик. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Выставка начнет свою работу завтра в торгово-выставочном центре Саха Экспоцентр на 6-м этаже и продлится до воскресенья этой недели. Петр Васильев, Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Ровно 61 год волшебства в эфире в Якутии сегодня отметили День телевидения. НВК «Саха» объединяет более 600 человек, которые создают медиаконтент для жителей Якутии. В честь праздника наша съемочная группа отправилась в святая святых любого канала – аппаратную студию, где рождаются передачи и проекты. О том, что скрывается за кулисами эфиров, расскажет Дарья Короленкова. НВК «Саха» не стоит на месте. Последние годы телеканал активно развивается, обновляет техническую базу, открывает новые проекты и экспериментирует с форматами. Сегодня компания предлагает своим зрителям более 30 программ, в том числе новостные, просветительские, развлекательные, детские и спортивные проекты. Ну, сейчас я нахожусь в аппаратно-студийном блоке, где здесь 7 человек отвечает за каждый эфир. Здесь преобладает командная работа. И рядом со мной здесь находится звукорежиссер, который отвечает за качество звука, настраивает микрофоны и регулирует громкость. За слаженной работой команды профессионалов на телевидении стоит труд специалистов разных направлений. Это и звукорежиссеры, и редакторы, и инженеры. А Инна Романовна – ведущий инженер НВК «Саха» с 7-летним стажем. Уверена, в этой сфере незаменимы быстрота реакции, умение сохранять спокойствие в любой ситуации и, конечно, искреннее желание трудиться на благо телевидения. Сейчас мы находимся в серверной. Здесь у нас различные устройства и оборудование. То есть самое главное – это у нас наши программные серверы. Вот они стоят. И, конечно же, их медиабаза. Там, где у нас хранятся все медиафайлы нашей телекомпании. Всего в НВК «Саха» находится 4 аппаратно-студийных блока, в каждом из которых записываются в прямом эфире множество проектов. Сейчас мы находимся в центральной аппаратной, это сердце НВК, где мы получаем сигналы с аппаратных и с внешних источников. Это могут быть спортобъекты, это игры Дыгына, наши Сехтоймады. Также по всем районам, где есть приемопередающее устройство ТВЮ или оптические комплекты, мы можем принимать здесь. С днем телевидения. И желаю, конечно, творческих успехов и чтобы каждый эфир прошел гладко.
Телевидение требует слаженной работы целой команды. Без коллектива единомышленников здесь не обойтись. Ведь каждый эфир – это плод общих усилий, где важна каждая деталь. На самом деле один человек тут ничего сделать не может, никто. Поэтому вот здесь техническая служба как раз для того нужна, чтобы вот все остальное работало. Чтобы работало радио, работало телевидение. Тем более у нас расширяется круг, где мы распространяем свой сигнал. Сейчас практически весь мир нас может видеть. В сети интернет мы есть во всех сетях, в общеизвестных, и на спутнике, на 3 спутниках мы есть. Сегодня телерадиокомпания НВК «Саха» – один из лидеров среди региональных телеканалов России. Она вещает в формате HD и объединяет 4 канала – НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт и Току, а также радио ТЭТ-Тим. Дарья Короленкова, Элита Махно, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.